В Санкт-Петербурге состоялись Дни Коми-кухни. Мероприятие, прошедшее в рамках Международного экономического форума, представило разнообразие продуктов, сделанных в Коми. Гости северной столицы второй год подряд смогли не только попробовать национальные блюда, но и оценить их высокое качество. О том, как это было, Таисия Шляхтина. Знакомство с гастрономическим потенциалом республики для гостей из Петербурга началось с музыки. Песни на коми-языке ансамбля «Лыщево воет» зрителям оказались понятны. В них любовь к своей родине, землякам, семье. С таким же чувством у нас готовят. Главные достоинства блюд из коми – свежесть, простота в приготовлении и экологическая чистота. И это действительно большое событие, которое для нас является одним из многих событий, приуроченных к 95-летию республики. В этом году Республика Коми будет отмечать свое 95-летие. Поэтому, пробуя эту продукцию, хотел бы, чтобы часть той души, той культуры, которая есть сегодня в Коми, конечно же, навечно осталась у вас. На званый ужин пришли настоящие друзья и давние партнеры региона. Губернатор Ненецкого автономного округа, генконсул Венгерской республики, участники стратегического партнерства «Северо-Запад», представители отраслевых союзов и предпринимательских объединений. Задачи у всех разные – от знакомства с кухней до соглашения о закупках продукции из Коми. Нужно дальше развивать отношения. И вот когда мы были в центре импортозамещения, мы уже сразу начали совместную работу. Мы максимально стараемся в нашем комитете придать импульс развитию отношений между продвижением продукции Республики Коми. Поэтому действительно добро пожаловать. Мы друзья, соседи. Испокон веков кормили жителей нашего края земля, лес и вода. Основным источником жизни и здоровья в республике была и будет рыба. А потому начали презентацию блюд именно с нее. Для рыбы по коми подходит стерлядь, сик, семга и окунь. Кусочки посыпают солью и перцем, заливают яично-молочной смесью и запекают. Нет здесь ни необычного способа приготовления, ни обилия ингредиентов, но при этом все очень вкусно. Другое блюдо вечера – медальоны из оленины. Говорить о полезных свойствах и питательности этого мяса можно долго. Интереснее узнать, откуда они берутся. Представитель оленеводческого предприятия «Воркуты» рассказала, пастбища захватывают аж 3 субъекта страны, составляют 940 тысяч гектаров. Олени находятся в постоянном движении и сами выбирают пути миграции. Олень сам выбирает свой корм, питается только лишайниками и ягодами. Он не подвержен заболеваниям тем, которым подвержен животные, которые стоят в стойлах. Мы не используем антибиотиков, мы не используем никаких лекарственных препаратов. И вот именно вот так производится наша оленина. И вот она, долгожданная дегустация. На столах самое вкусное сочетание исторических традиций. Пироги, закуски, мясные и рыбные блюда. На десерт ягодное ассорти. Разыграла аппетит гостей песочная анимация с легендами о Коми края. Напоследок комплимент от главы. Таисия Шляхтина, телеканал Юрган, Санкт-Петербург.